Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях сенатор Российской Федерации от Республики Саха Егор Афанасьевич Борисов. Егор Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас в нашей студии. На прошлой неделе состоялось интервью Владимира Владимировича Путина с Такером Карлсоном, которое очень взволновало мировое сообщество. Вот в связи с этим вопрос: как вы оцениваете роль лидера нашей страны на международной арене? Ну, вот, во-первых, интервью, конечно, очень интересно, очень уникально получилось. Прежде всего, этот американский журналист давно нацеливался на Россию. Он очень уважительно относится к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И, конечно, интервью получилось очень классное. Если посмотреть, послушать и видеть эмоции и интервьюера, и все-таки и Владимир Владимирович очень уникальный, очень интересный и, самое главное, очень открытый разговор состоялся. Но, прежде всего, конечно, волновало не мировое сообщество, а волновало руководителей так называемых враждебных государств. Они же, конечно, боятся Владимира Владимировича. Они услышали то, что не хотели услышать. А вот то, что мировое сообщество восприняло, они, конечно, давно не слышали Владимира Владимировича. И этот разговор, думаю, все-таки воспримется как подобает, и соответствующие выводы люди в тех странах, где обычно сегодня критикуют Россию, воспримут эту объективную информацию по-другому. И будут делать выводы свои, и, соответственно, это будет полезно для дальнейшего развития мирового сообщества. Дело в том, что Владимир Владимирович сегодня создал такую систему мирового сообщества. Уже появилось несколько полярных точек, которые определяют мировое развитие. Не только как раньше Америка только монопольно диктовала мировому сообществу, как развиваться, как действовать, то сегодня уже и Индия, и Китай, и Россия, благодаря именно той позиции, которую занял Владимир Владимирович по отношению к мировой политике, сегодня уже начали считаться. А это благодаря тому, что, прежде всего, Россия за последние 20 лет очень крепко встала на ноги, как страна, как держава. А когда он пришел к власти в 2000 году, то с государством России никто не считался. Если при Советском Союзе как-то паритет выдерживался между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, то мы 90-е годы все потеряли. Мы гонялись за интеграцией, мы гонялись за демократией, мы много чего искали в мировом развитии, мы при этом потеряли много чего своего, вплоть до своего понятия патриотизма. Мы потеряли производство самолетов, производство тракторов, производство автомобилей. Мы потеряли свое образование. Мы много чего потеряли. И в конце 90-х годов с нами никто не считался. Россия никто не считал государством, все принимали свои решения, не спрашивали ничего в России. И вот когда пришел в власть Владимир Владимирович, сказал: мы таким путем не должны идти. Россия была великой державой, должна стать великой. Вот благодаря его усилиям за вот последние 20 лет он очень много сделал, чтобы эта задача была решена. И она решена. Сегодня уже Россия свое слово говорит и на мировом уровне, и с теми партнерами, с которыми они работают. И, конечно, здесь есть определенные сложности, то, что вы говорите, там противоречия, которые появились из-за того, что Америка теряет свою позицию и постарается держаться за это. Поэтому и создает такие напряженные ситуации в мировых разных точках. Поэтому сегодня надо сказать, что Владимир Владимирович стал лидером мирового уровня, именно поднимая нашу Россию как державу, как государство. За это надо поблагодарить Владимира Владимировича, потому что мы сегодня уже имеем возможность
сами определять свое развитие, говорить свое для того, чтобы как быть в самой мировой системе, мироустройстве. Наша страна также развивается, потому что пакет за пакетом санкций происходит в отношении России, но, тем не менее, мы все равно твердо стоим на ногах. Владимир Владимирович сегодня сделал все возможное, чтобы эта страна стала на ноги, развивала экономику, политику, социальную политику. Мы это же тоже видим на себе, как было, когда он пришел. Тогда, в 2000 году, республика, например, и Россия имела огромные задолженности по заработной плате. Прямо полгода, год люди у нее получали зарплату. Это быстро было ликвидировано. Экономика тогда производила 7,6 триллиона рублей валового продукта. Сейчас она повысилась 21 раз. 157 миллиардов триллионов продукции сейчас производит Россия. 30 миллионов квадратных метров жилья тогда строили. В прошлом году строили 110 миллионов квадратных метров жилья. Или тогда школы, больницы не строились в те времена. Сегодня вот за последние 5 лет построили 1600 детских садов, 2400 школ, 4 с лишним тысяч больниц. Мы сегодня поддерживаем малый бизнес. 6,2 миллиона человек занимаются малым бизнесом. Сняли давление на малый бизнес. 5 раз сняли. И в результате 200 миллиардов рублей доходов получили малый бизнес дополнительно. Сельское хозяйство. Советский Союз и Россия никогда не поставляли на экспорт пшеницу. Последние годы мы сами обеспечили еще на 46 миллиардов рублей пшеницу поставляем за границу. То есть очень много сейчас добились, чтобы страна себя чувствовала нормально. Материальный капитал, социальная политика, вы знаете хорошо. 8,2 миллиона семей за счет маткапитала улучшили свои жилищные условия. Вот таким образом Россия сегодня в экономическом плане тоже решает очень много задач. Мы национальные проекты реализуем. Сегодня очень много ведется по IT-технологии, технологическому суверенитету, цифровой технологии. И в этом мы хорошо знаем, представляем, и Якутия в этом плане тоже имеет очень большую активную часть. Да, вы, кстати, лично работали с Владимиром Владимировичем Путиным. Расскажите, пожалуйста, как сложилось сотрудничество и какое отношение у главы нашего государства к республике? Ну, это особый вопрос. Но прежде всего, Владимир Владимирович к Якутии очень уважительно относится. К народам Якутии очень хорошо относится. Как к региону относится очень трепетно, потому что он знает, что Якутия богата, ее надо развивать, ее надо продвигать. В этом плане очень много сделано. Ну, и вы, наверное, знаете, сегодня Арсений Сергеевич в этом плане тоже очень активно работает, получает очень огромную поддержку, много проектов реализуется. Мы каждый день открываем там объекты. Это же за счет национальных проектов, которые реализует Путин. То есть мы, Якутия, принимает активное участие в реализации этих проектов у себя на территории. На мою бытность, я с ним много раз встречался, непосредственно встречался, он приезжал сюда, и потом на различных совещаниях я пытался открыто выступать, говорить свои предложения. Поэтому я хотел бы некоторые неизвестные факты, которые я соприкасался в своей деятельности, и которые помогли Якутии решать очень много вопросов. Ну, прежде всего, конечно, известный факт. Ленск в 2000 году подтопило полностью. И он приехал, президент российский, совсем новый президент приехал, жил и в Ленске, давал поручения, собирал все министерства и ведомства. И в течение года решили этот вопрос. Восстановили Ленск. Это была уникальная операция во главе с президентом Российской Федерации. В 2002 году я вернулся второй раз в правительство республики, и мы как раз в это время, и Вячеслав Анатольевич Туров был президентом, мы получили обращение в счетные палаты. И сказал он,
И вот эта счетная палата решила, что мы должны вернуть все акции Алроса в федеральной собственности. Вот такой вопрос поднялся, а потом уже возникли другие вопросы по Арктическому пароходству, по Ленинскому пароходству, по Якутугулю и так далее. То есть крупные предприятия мы должны были вернуть в федеральную собственность. Это была очень большая тяжба, примерно мы 4-5 лет боролись, спорили, доказывали, убеждали и так далее. Конечно, эта работа требовала очень много усилий с нашей стороны. И вот в 2006 году, 6 января, он прилетел в Якутск, Владимир Владимирович, и провел совещание. 2 протокола подписал. Один секретный и один открытый. И этими решениями он решил все вопросы. Снял все спорные вопросы в пользу Республики Саха-Якутия. Сказал, республика огромная, республика должна развиваться, базироваться на этих предприятиях, поэтому не трогайте, создайте условия, чтобы они развивались. И после этого мы решили уже ряд вопросов, мировое соглашение и так далее. И в принципе, отрегулировали все вопросы в пользу нашей республики. И мы получили очень хорошую такую базу для дальнейшего развития. Это была очень огромная поддержка. Это надо было принять такое решение. Хотя многие члены правительства были, не поддерживали вот такую позицию. Но он взял и решил в нашу пользу. В 2008 году, вы все знаете, был мировой кризис. Алроса остановилась, Алроса свои камни продать не может, рынок закрылся. И тогда председатели уже правительства Путина обратились поддержать компанию, купить наше сырье за счет бюджетных средств охраны Российской Федерации. И было принято решение, поддержал он и приняли. В результате компания заработала, мы получили налоги, заплатили свои зарплаты и наладили производство компании. Это была тоже очень огромная поддержка, этого надо было тоже поддержать. И Владимир Владимирович это сделал. В 2013 году председатель правительства Медведев принимает постановление правительства о приватизации компаний Российской Федерации, и в том числе Алроса 100%. То есть мы должны были продать и на этом закончить. И такое постановление, обычно постановление правительства выполняется. И мы, конечно, оказались в очень сложной ситуации. Я вынужден был идти к Владимиру Владимировичу, попросить, вот такая ситуация, мы, если теряем Алроса, то теряем все. И он всегда понимал, и он понял, и сказал, нет, Егор Иванович, не надо отдавать, все. Вот после этого мы где-то полгода еще бодались с правительством Российской Федерации, в частности, с Игорем Ивановичем Шуваловым, первым зампредом. И тогда они организовали даже встречу с потенциальным покупателем Алроса, это Сулейменом Керимовым, олигархом. И я, конечно, вел очень такой тяжелый, очень грубый разговор, что это вы не получите, это не получите. Конечно, это надо было иметь такую уверенность какую-то. Но я здесь надеялся, что меня поддержат. И в 2016 году то же самое. Подписывается протокол правительства, где нам велено было передать в управление правительства России акции Алроса. Это тоже было неправильно. Я вынужден был тоже опять обратиться к Владимиру Владимировичу, и он тоже поддержал, сказал, нет, давайте все. Поэтому во всех этих вопросах я видел, что Владимир Владимирович очень серьезно и уважительно относился к Якутии. Но кроме того, еще помню одно событие. Вячеслав Анатольевич Туроп очень тоже убежденно доказывал, что газопровод, который строится в Сибири, Восточной Сибири, должны идти через Якутию. Но тогда Миллер Алексей Борисович, руководитель «Газпрома», говорил, что труба должна идти на Китай южнее Байкала. Вот именно такое решение они пытались принимать с Кавуктинского месторождения Иркутской области. Тогда на совещании в Томске Владимир Владимирович, с учетом и мнения Вячеслава Анатольевича, и академика Лавирова Николая Павловича, принимает решение и встает и говорит, Миллер докладывал, закончил, все хорошо, аплодисменты, и вдруг он берет карандаш и говорит, газопровод должен идти севернее
Байкала. И все. С того момента сила Сибири у нас. Все это же большая, огромная поддержка. Это чисто государственный, это человек, который понимает ситуации, то, что происходит в стране. Поэтому потом Владимир Владимирович очень любит свой народ. Он очень уважительно относится к таланту. Вот в частности, вот я рассказывал, все время я рассказываю всем, когда награждал работников культуры, он выступает и говорит, российский народ очень талантлив. Вот смотрите, я, говорит, недавно был, несколько лет назад был в Якутии, я слышал, как мужики якутские поют. Они намного лучше поют, чем итальянские оперные певцы. Меня просто тогда видел это в экране, и такая гордость берет за свой народ. Или вот, последние годы, когда установили Героя труда России знак, звание, мы получили сразу 3 Героя труда России. Это же великолепно. Субъектов столько, с такими героями, количеством героев ни одного субъекта нет, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Героя в России, как он поддержал нас, 4 Героя России мы получили. Это же великолепно. Он же так просто не даются, они всегда оценивают, какой народ, откуда и как. Это все исходит из того, что он Якутию очень хорошо знает. Поэтому я сегодня хотел бы об этих вещах открыто и убежденно говорить, потому что мы будем принимать очень серьезные решения в эти дни. И тем более политика это очень много решает, не только экономика, не только социальная политика, но и сама политическая жизнь должна быть стабильной, уверенной. И в этом плане, конечно, по отношению к Владимиру Владимировичу мой народ, мои земляки очень крепко задумаются. Я хотел бы это сегодня подчеркнуть. Благодарю вас, Егор Афанасьевич, что нашли для нас время. Мы всегда будем рады видеть вас у нас в студии. И я очень надеюсь, что многие, кто посмотрит это интервью сегодня, сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.